Здравствуйте, в эфире новости на вашем канале, в студии Джилдош Исаков. Я Айчан Казакбаева, и вначале коротко о главных событиях уходящего дня. МЧС предупреждает о возможных паводках и подтоплениях. В ряде регионов реки могут выйти из берегов. И еще 1,5 десятка объектов, возможно, контролируемых Максимом Бакиевым и его приближенными. Парламент продлил работу депутатской комиссии, проверяющей информацию об имуществе беглого президента. На машине по тротуару, угрожая жизни и здоровью пешеходов. Подробности инцидента, в котором была опрокинута коляска с 3-месячным младенцем. Гранатовое ожерелье. Уроженец Кыргызстана и народный художник Узбекистана впервые представил свои картины на своей родине. В связи с предстоящими обильными осадками ряд областей Кыргызстана грозят подтопления. Об этом предупреждает МЧС и сообщает о последствиях ливней предыдущих дней. В Баткене подтопило 3 дома и 19 приусадебных участков в селе Актатыр. На 282-м километре автотрассы Ош-Баткен-Исвана селевой поток смыл 3 автомашины. В селе Самаркандека от паводков пострадало 3 дома, сел унес 1 машину. В Джалалабадской области разрушено 4 моста. В Чуйской области в результате проливных дождей подтопило 1 гектар посевов свеклы и кукурузы. С 26 по 28 мая Кыргызгидромет прогнозирует подъем уровня рек в связи с ливнями. В горных и предгорных районах сели опасно. На счет МЧС для пострадавших от чрезвычайных ситуаций поступило 22,5 миллиона сомов. В том числе для пострадавшего от землетрясения населения в Чоңалайском районе поступило 10 миллионов 570 тысяч сомов. Также, по данным МЧС, на счет ведомства для пострадавших от оползня в селе Аю Узгенского района поступило 9 миллионов 900 тысяч сомов. Для пострадавших от оползня в Аино-Маймаке Джалпакташ Узгенского района поступило 1 миллион 956 тысяч сомов. Между тем, пострадавшим от землетрясения в Чоңалайском районе Евросоюз выделит 165 тысяч евро. По данным Европейской комиссии, средства рассчитаны на оказание помощи 2750 жителям района. Деньги не будут передаваться правительству, а переведут Национальному обществу Красного полумесяца. Эта организация и займется доставкой и распределением гуманитарной помощи от ЕС в виде одеял, кухонных наборов и средств гигиены. Кроме того, пострадавшие семьи получат материальную помощь для решения самых насущных проблем и потребностей. Напомним, 3 мая на границе Таджикистана и Кыргызстана произошло землетрясение силой почти в 6 баллов, а 5 мая последовал второй толчок силой 5,8 балла. Машины и люди, кто и где должен ходить и ездить. Некоторые автовладельцы решили, что подойдут и тротуары. Так накануне в сети появилось видео, на котором видно, что машины одна за другой едут по пешеходной дорожке. Способ объехать пробку таким образом им показался наилучшим. При этом водители всех этих машин прекрасно знают, что грубо нарушают правила дорожного движения. Езду не по законам засняла женщина, а после, по ее словам, одна из машин наехала на коляску с ее ребенком, а потом скрылась с места происшествия. Ситуация разбиралась Анастасия Соболева. Нарушают, едут по этим, посмотрите, вот номера. Водители нарушают, вот здесь затор такой. На трассе затор, можно скоротить путь и по тротуару. Судя по видео, так подумали многие водители. Одна, вторая, третья машина. Последняя, как написала автор видео, сбила коляску с ее ребенком. Ой, мамочка! Иди ее номер запишите! Иди номер запишите! Номер машины запишите! К счастью, с ребенком все в порядке. Сегодня 5-месячную малышку выписали. Как говорит мама, томограмма ничего не показала. Просто ребенок в рубашке родился, чудо случилось, так как она улетела. Хотя, знаете, коляска особо не сдвинулась, она вылетела с коляски. Она первым колесом своим вот этим. Почему там не видно, да, на видео? Чтобы это все выяснилось, давайте вот эту найдем третье лицо, Эдешка, которая шла, третий свидетель. Потому что эта Эдешка все видела, она подобрала ребенка, она мне дала ребенка, она видела все. Она просто кричала, она говорила, тварь, стой. А вот видео у себя на страничке выложил активист Айбек Баратов. Женщина попросила у него помощи наказать виновную, так как сама она с ребенком в больнице, а правоохранители, нагрубив ей, отказались искать водителя. Я поехал сам, лично поехал в республиканской ГАИ, встретился там с сотрудниками, и мы выяснили, дозвонились до этого человека по номеру, который она предоставила. Выяснили, что он, вот сегодня буквально уже утром, он передал дело следователю уже в ГОР ГАИ, следователю
Молдогазиеву. Разбирательство по этому факту уже начато. Водителя машины нашли, транспортное средство стоит на штрафстоянке со вчерашнего вечера. Как добавили в патрульной милиции, никто не отказывался от расследования этого инцидента. Сотрудник, который выезжал, он свою материал, то, что касается своего дела, сделал, передал в следственный отдел. И якобы со слов нашего сотрудника, она позвонила где-то 12 часов ночи. На его мобильный телефон попросила, задержали данную автомашину, попросила, да, сказали, на штрафстоянку поставлена. И она сказала, что если отпустите, будете нести ответственность. Разговор на этом и закончился. С женщиной, которая была в той белой машине, мы встретились в здании городского управления патрульной милиции. Она утверждает, что никакого наезда не было, но понимает, что нарушила правила дорожного движения. Решила объехать пробку, следуя примеру других. Когда я уже к ней подъехала, я остановилась, чтобы они прошли мимо. Ну, именно в этот момент, когда я остановилась, она начала ругаться, кричать и пинать машину. Вот заднюю часть машины начала пинать. Поэтому я решила дальше проехать. И все, я уехала. То есть коляску вы не давили? Я не давила. Там даже если видео она сама предоставляет, видно, что она вот сбоку проходит. И в этот момент ругает и пинается. Многие советуют женщине не писать заявление, считая, что все решается за деньги. Но потерпевшая говорит, что на ее месте мог быть любой другой человек. И инцидент мог закончиться плачевно. Часто на тротуаре дети катаются на роликах и самокатах. По правилам дорожного движения, тротуар – это территория пешеходов. Движение машин здесь запрещено. И по идее, тротуар с двух сторон должен быть огорожен, чтобы машины сюда не заезжали. Увы, но за езду на тротуаре только штраф. А для того, у кого есть деньги, сумма незначительная. Это всего лишь 1000 сомов. Все-таки правительство и активисты призывают граждан фиксировать такие нарушения на телефоны и видеорегистраторы, послушать доказательствам. Возможно, в будущем за это будет поощрение. От штрафов за сообщение о нарушениях правил дорожного движения граждане будут получать энную сумму. Соответствующая норма уже рассматривается. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдеев, НТС. Патрульная милиция подвела итоги своего дежурства за минувшие сутки праздников и гуляний выпускников школ. На штрафную стоянку поставлено 34 автомашины, на которых школьники разъезжали по улицам. Составлено 873 протокола. Об этом сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Азамат Абдрахманов. Он отметил, что 25 мая не зарегистрировано ни одного происшествия с участием детей. Депутаты выявили 15 объектов семьи Бакиевых, которые раньше избежали национализации. Парламентская комиссия, которая занята расследованием факта продажи участки, принадлежащего семье бывшего президента, намерена продолжить свою работу. Сейчас законодатели отправили запросы во все инстанции, чтобы уточнить списки собственности беглого главы государства и его родственников. Эксперты уверены, в стране еще немало имущества и компаний, которые могут приносить прибыль родственникам Курманбека Бакиева. Возможно, вся эта собственность управляется доверенными людьми и крышуется кем-то в госорганах. Подробности расскажет Игорь Потанин. Семья Бакиевых продолжает получать прибыль из Кыргызстана. Об этом накануне заявили члены депутатской комиссии, которая занята проверкой фактов перепродажи земельного участка в центре Бишкека, ранее принадлежащего семье экс-президента. По мнению парламентариев, в Кыргызстане осталось немало собственности, принадлежащей родственникам Курманбека Бакиева. Поэтому работу по поиску недвижимости и фирм Джугурку Кинеш решил продлить. Есть некоторые вопросы, которые нужно уточнить, поэтому мы просим продлить работу депутатской комиссии. Нам нужен месяц, чтобы установить все факты. Отчет мы будем готовы представить 30 июня. По мнению членов депутатской комиссии, есть еще минимум 1,5 десятка объектов, которые по-прежнему относятся к семье беглого президента. Какие именно, парламентарии пока не сообщают. Говорят, что для начала должны сами убедиться, что имеющаяся у них информация достоверна. Сейчас законодатели разослали запросы во все государственные инстанции. Работа комиссии заключается в том, что выявить собственников имущества, которые ранее принадлежали аффилированным лицам Максима Бакиева. Значит, здесь есть основания полагать, что в свое время следователи не наложили арест на эти имущества, и они ушли третьим лицам. Поэтому здесь непосредственно будет вина следователей, которые в свое время не наложили аресты.
И в связи с этим эти имущества ушли в третьи руки. Мы сейчас будем выяснять собственников этих имуществ, новых собственников. Эксперты говорят, удивительно, что спустя столько лет информация о 2 десятках объектов просочилась. Вероятнее всего, эта недвижимость и фирмы в последнее время утратили своих покровителей. То, что об этом имуществе не было известно раньше, не означает, что следователи плохо работали. Просто некие влиятельные лица не хотели, чтобы это имущество перешло государству. Я же удивляюсь, почему она вылазит. Наверное, каким-то образом какие-то новые наши поколение пришла, они уже начали как-то заполнять. Они увидели, те уже не могут спрятать. Или те, которые охраняли, на повышение ушли, или уехали за границу. Кадровая смена не произошла. А вот и результат. И вся богатство, которое должна была быть возвращена народу, она была спрятана. Она давала доход не государству, а тем, которые сейчас в Минске, те, кто в Лондоне и так далее. Высока вероятность, что найденное имущество Бакиевых далеко не все, что осталось у этой семьи в Кыргызстане. Эксперты не исключают, что в процессе поиска доказательств депутаты смогут обнаружить и другие объекты. Состояние семьи Бакиевых оценивалось в сотни миллионов долларов. А значит, многое и сейчас может оставаться просто незамеченным. Игорь Потанин, Самат Давлатакунов, НТС. Депутатские значки до сих пор ждут своих хозяев в 41 аильном Кенеше, в числе которых 8 городов. По причине того, что вновь избранные недавно депутаты не смогли договориться, Кенеши или самораспустились, или были распущены президентом. В ближайшее воскресенье жители этих сельских округов и городов предпримут вторую, а кое-где даже третью попытку с целью сформировать власть на местах. Впрочем, интриги, скандалы и политические торги не исключены и в этот раз. Все это имело место быть после последних выборов в процессе определения депутатами мэров городов и глав Аиль Өкмөтү. Примечательно, что сегодня агитируют голосовать за их кандидатуру или партию как раз те, кто уже одерживал победу, но сработаться не сумел. Однако это не мешает им снова баллотироваться. И снова на выборы, и снова голосовать. Похоже, это мероприятие становится в нашей стране народной забавой, которая повторяется теперь уже не раз в несколько лет, а по нескольку раз в год. Уже в это воскресенье многие граждане снова должны выбирать депутатов в местные Кенеши. Всего 41, из которых 8 городов. Вовсю идет агитация. Избирательный спор сейчас мы наблюдаем в городе в Джалабад и в городе Харабалта. Там политические партии, кандидаты жалуются на несиловом использовании избирательного фонда и нарушением норм предвыборной агитации. А выбирают депутатов кыргызстанцы по всей стране, начиная с марта прошлого года. Но скандалы и интриги некоторых политиков местного уровня мешают им объединиться в коалиции или выбрать мэра или главу Аиль Өкмөтү. С целью добиться нужного им расклада сил они разрабатывают тактику поведения вплоть до игнорирования заседаний. В итоге десятки местных кенешей были распущены. Причиной назначения досрочных выборов являлись в городских кенешах и в аильных кенешах не избрание главы исполнительных органов власти, то есть мэров городов и главы Аиль Өкмөтү. Вот основных две причины. Например, или отсутствие кворума для избрания главы МСО, или не набрали кандидата нужного количества голосов депутатов. Что касается послезавтрашних выборов, они обойдутся казне еще в 20 с лишним миллионов сомов. Но рвущихся к власти уже по второму, а то и по третьему кругу кандидатов, похоже, не беспокоит, за чей счет этот банкет. Своими дрязгами более всего запомнились кенеши городов Карабалта, Кемин и Джалалабад. Впрочем, сегодня на манеже все те же. Дело в том, что есть местные кенеши, которые уже в третий раз переизбираются. Да? Вопросы, где они не могут найти согласование, это все вопросы с избранием мэра, с фондами. Но, тем не менее, все те же почти игроки снова идут также в местные кенеши, участвуют в выборах. И практически тот же состав идет. Но, с другой стороны, может быть, с другим раскладом количества мандатов в местных кенеши.
К примеру, третий по счету выбор в Кемени – это яркий пример того, как идет манипуляция до нужного результата, отмечают наблюдатели. И если снова не договорятся, и эти выборы будут не последними. Ведь законодательство не ставит ограничений. Но несмотря на совершенствующуюся техническую сторону выборного процесса с применением биометрики, актуальными остаются другие проблемы. В то же время сейчас, я думаю, что требуется очень большая работа по привлечению должностных лиц к участию в выборном процессе. Да? То есть это административный ресурс, это те же главы мэрии, городов. То есть там получается, что интересы очень сильно сплелись так, переплелись между собой, что среди кандидатов идет очень много споров. Поэтому здесь сейчас пойдет борьба не на самих участках, а за пределы избирательных участков. Ну и, конечно, вопрос подкупа. Несмотря на внесенные изменения в законодательство, в частности, ужесточение наказания за покупку голосов, правоохранительным органам предстоит усиленно отслеживать и пресекать такие случаи. Елена Яковлева, Асхат Ибраимов, НТС. Государственный долг Кыргызстана превысил 4 миллиарда долларов, увеличившись за последние 2 месяца на 60 миллионов. 91% этой суммы, 3 миллиарда 804 миллиона долларов, составляет внешний долг. 357 миллионов – это внутренний долг государства. Внешняя задолженность Кыргызстана составляет почти 53% от ВВП страны. Тем временем, по итогам текущего года уровень инфляции может составить 5-7%. Такой прогноз дает Евразийский банк развития. Более чем в половину увеличилась сумма денежных переводов из России в Кыргызстан. По данным Национального банка, за первые 3 месяца этого года кыргызские трудовые мигранты перевели из России 433 миллиона долларов. Это на 67% больше показателя за аналогичный период 2016 года. В первом квартале прошлого года сумма денежных переводов из России составляла 291 миллион долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе-марте 2013 года, когда кыргызстанцы в России перевели на родину 411 миллионов долларов, на 22 миллиона меньше, чем в первом квартале этого года. Президент Алмазбек Атамбаев принял муфтия мусульман Кыргызстана Махсата Аджи Токтумушева. В ходе встречи глава государства поздравил в лице муфтия всех мусульман страны с наступлением священного месяца Орозо. Президент Алмазбек Атамбаев и муфтий мусульман Махсат Аджи Токтумушев обсудили вопросы деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана. Кроме того, на встрече было уделено внимание вопросам противодействия возникающим вызовам и угрозам и укреплению единства народа страны. И сегодня же президент Алмазбек Атамбаев поздравил всех мусульман Кыргызстана с началом священного месяца Орозо. Далее приводим полный текст поздравления главы государства. Уважаемые соотечественники, дорогие мусульмане Кыргызстана, поздравляю вас с наступлением священного месяца Орозо. Орозо почитается мусульманами всего мира как время духовного очищения, добрых помыслов и новых надежд. Напоминает людям о необходимости творить добрые дела, прощать обиды, заниматься благотворительностью. Священный пост укрепляет веру в добро и справедливость, придает людям уверенность в своих силах. Во время Орозо каждый мусульманин задает себе вопрос, что он сделал хорошего для этого мира и для людей. Добрые мысли омолаживают человека, а плохие намерения старят. Так гласит народная мудрость. Если каждый достигнет духовного очищения, то станет духовно-нравственно чистым все общество. Будет развиваться и процветать государство. Дорогие соотечественники, дорогие мусульмане, пусть священный месяц Орозо принесет всем счастья, крепкого здоровья и успехов. Пусть Всевышний дарует нам мир и согласие, благополучие и достаток. До туристического сезона осталось меньше месяца, однако санитарно-экологическое состояние наших крупнейших озер вызывает массу недовольств. К слову, накануне по стране распространилось сообщение о загрязнении озера Иссык-Куль неизвестным веществом, напоминающее масло. Сотрудники регионального управления Госэкотехинспекции по городам Чолпон-Ата и Балчи провели проверку, но никаких посторонних запахов и видимых загрязнений нефтепродуктами не выявили. Кроме того, по информации жителей Нарынской области, в горном озере Сонкуль огромное количество попавших в сети рыб начало разлагаться и гнить, загрязняя при этом воду.
Эти кадры были сняты в селе Бостыри Иссык-Кульской области. Автор снимков, интернет-пользователь по имени Руслан, сообщил о загрязнении поверхности озера неизвестным веществом, схожей по консистенции на масло или бензин. Вместе с тем гражданин задается вопросом, не опасно ли для отдыхающих купаться в такой воде. Однако Управление по экологической безопасности Госэкотехинспекции такую информацию опровергло, сообщив, что вещество на поверхности воды вовсе не является химическим. Если бы это было масло, была бы как радуга. Это всего лишь пыль. Провели проверку. Опасения пользователей интернета, что это масло или бензин, это неправда. Обычно в это время года расцветает много растений, а накануне был сильный ветер, поэтому, скорее всего, это пыльца. Такое явление встречалось и раньше. Однако, несмотря на это, мы взяли пробы для химического анализа. Масло или бензин обычно течет по воде, переливаясь цветами в виде радуги. К тому же последние 2 дня не наблюдалось выхода в озеро водного транспорта. Последние годы проблемы загрязнения озер страны стали предметом активного обсуждения. Не так давно в интернете появилась видеозапись с дна озера Иссык-Куль. На ней и бутылки из-под алкоголя и напитков, полиэтиленовые пакеты и даже колеса автомобилей. Между тем, вопрос охраны окружающей среды накануне подняли и в парламенте. Депутаты обеспокоены санитарно-экологической ситуацией вокруг высокогорного озера Сон-Кölь. К нардепам обратились жители нескольких районов Нарынской области, сообщив, что огромное количество попавших в сети рыб начало разлагаться и гнить, загрязняя при этом воду. Уважаемые депутаты, как вы знаете, вы ввели мораторий на ловлю рыбы в озере Сон-Кölь до 2021 года. Однако на дне озера по сей день остались рыболовные сети. И теперь скопившаяся там рыба погибает. Более того, начинает гнить, загрязняя воду. До этого проводили чистку озера от сетей. Однако охватила она лишь малую часть озера. Жители Кочкора, Джумгала и Актаалы обратились ко мне с просьбой скорейшего решения вопроса. Множество граждан делают там бизнес, принимая иностранных туристов. Согласно информации Государственного фонда по охране окружающей среды, в июле текущего года они планируют провести чистку озера на сумму 400 тысяч сомов. Надо проконтролировать, чтобы выделенные средства были задействованы полностью. Всего в Кыргызстане расположено около 2000 озер. Самые большие – Иссык-Куль, Сон-Куль и Сарычелек. В сфере туризма эти озера самые посещаемые. В маршрутах путешествия 80% иностранных туристов значатся эти озера. Однако с приближением туристического сезона не лучшее состояние наших горных жемчужин, как отметили эксперты, может оставить негативное впечатление у гостей страны. Насчет Сон-Кöля мы можем сказать, что там чисто, да. И Сарычелек, конечно, там тоже чисто, но на Иссык-Куле есть такие места, где не очень чисто, да, потому что мусор валяется там. Желательно было бы хорошо тоже, да, именно охрану окружающей среды, работали бы более так качественнее, да, и насчет выброса мусора, исполнения, как вам сказать, контролировали, да, все это. Успеют ли чиновники ведомств, отвечающие за состояние окружающей среды, принять все необходимые меры к началу туристического сезона? Ведь для тысяч семей обслуживание отдыхающих чуть ли не единственный источник дохода. Отметим, в минувшем году поступления от сферы туризма составили более 400 миллионов долларов. Айбек Айтбаев, Нурбек Капаров, Александр Симонов, НТС. На Ортотокойском водохранилище задержали 2 браконьеров. В ходе рейда Государственной экотехинспекции, промышлявших незаконной ловлей рыбы, изъяли лодку и около 800 метров рыболовных сетей. Рейд проводился и в Джумгальском и Кочкорском районах Нарынской области. По выявленным фактам инспекторы природоохранного ведомства составили протоколы. Все материалы переданы в Кочкорский РУВД. Все рыболовные снасти, изъяты у браконьеров, были сожжены. В столичном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева накануне состоялось открытие выставки народного художника Узбекистана Мухтархана Исанова, который родился и вырос в Кыргызстане. Для нашей страны это первая экспозиция, представленная художником из соседнего государства. «Гранатовое ожерелье» – именно так называется выставка. Показ своих работ на земле, где он родился и вырос, для художника является своего рода отчетным мероприятием перед кыргызстанскими ценителями искусства. Это вечная тема – любовь. Сад, райский сад, скажем, да? Яркие краски, сочные цвета и изображения людей такими, какими их может видеть только по-настоящему добрый и тонко чувствующий человек. Каждая работа, представленная Мухтаром Исановым, будто бы пропитана атмосферой Востока, культурой и теплом Узбекистана, которую он так тонко передает в своих картинах. Своего рода архетипом работ художника выступает гранат. Его мастер преподносит как символ мира, любви и общечеловеческих отношений. С 90-х годов моего раннего творчества я решил, что вот уже как бы школу
реализма, уже зритель к этому привык, и уже неинтересно. Надо искать новые формы. И я решил вот через какие-то предметы, обычные предметы, найти свой язык. И на этот момент попал мне гранат. Самое интересное, что гранат, он настолько многогранен, что я в каждой работе его по-новому раскрываю, его сущность. Родился Мухтар Исанов в Кыргызстане. В 14 лет уехал учиться в Ташкент. Так там и остался. Жить и творить. Узбекская земля нашего художника не только вдохновила, но и оценила по достоинству. Мастер получил звание народного художника Узбекистана. Сегодняшняя выставка, по словам самого Мухтара Исанова, не только дань уважения родной земле, но и отчет о проделанной за 40 лет работе. Это представление узбекского народа в каждой картине – это наша нация. Мое ощущение национальности мира, понимаете? И вот каждая работа – это процесс моих мыслей, понимаете? Одна перетекающая в другую. И вот пришел тот час, когда я смею представить на суд моих зрителей из Токмака, Бишкека, кыргызстанцам свой жизненный опыт того, чему я научился за все эти годы, и предстал перед взором кыргызстанцев. Кыргызстанцы и вправду оценили. Кроме официальных лиц, которые не упустили возможности посетить первую в стране выставку узбекского художника, на экспозиции присутствовали и студенты художественных училищ, и просто те, кому не безразлично искусство. Выставка называется «Гранатовое ожерелье», потому что это символ красоты, символ благоденствия, символ любви, символ прекрасных отношений. Все золотом как будто овеяно. Этот зал сегодня, такая тематика прекрасная. Решил долг отдать, приехал на родину. Первый узбекский художник, который приехал сюда. Я рад за него. Но главное, чтобы наш народ понял, и он и замысел его работы. На полотнах Мухтара Исанова рождается новый мир. Интересный, красочный и насквозь пропитанный любовью ко всему живому. Насладиться восточными мотивами и познакомиться с творчеством Мухтара Исанова все желающие смогут до 10 июня в музее имени Гапара Айтиева. Сабина Дамаскина, Аскат Касымбеков, НТС. Это были все события на сегодня. Мы завершаем наш информационный выпуск. Эти и другие новости, а также проекты телеканала смотрите на нашем сайте nts.kg. А завтра и послезавтра не пропустите итоги недели с Мирджаном Балабаевым. До свидания и приятных выходных.